Добрый вечер. Сегодня 17 февраля, среда. Это 721-й день аннексии Крыма. Вы смотрите вечерний выпуск «Заман». В детский центр «Илиф» вновь приходили с проверкой. По словам координатора полевого правозащитного центра Александры Криленковой, на этот раз приходили только из прокуратуры, без силовиков, но с процессуальными нарушениями. Проверка пришла без предупреждения, а в требовании не были указаны сроки, в которые центр должен предоставить документы. Их требовали немедленно. 27 января состоялась первая большая проверка «Илиф». По словам местных активистов, тогда пришла большая группа проверяющих: ФСБ, полиция, прокуратура, СЭС. В результате проверки были изъяты документы вплоть до сертификатов на моющие средства. Работники детского центра были приглашены на беседу в правоохранительные органы, сотрудники которых интересовались, чем занимается центр, почему и как учат детей. Волна репрессий в аннексированном Крыму в отношении крымских татар усилилась. Об этом заявил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Запугивания, обыски в семьях, мечетях и детских центрах продолжаются. Недавно задержали 16 человек. 4 из них на 2 месяца оставили под стражей. Их обвиняют в терроризме. Глава Меджлиса отметил, Путин сейчас действует теми же методами, что и Гитлер во время организации Холокоста или Сталин во время депортации крымских татар. Поэтому время заявлений, деклараций и уговоров прошло. Необходимо прибегать к более радикальным действиям на международном уровне. Обговорювати терміново посилення міжнародних санкцій щодо Росії, винесення цього питання на обговорення в Раду, на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб просто запобігти, можливо, комусь здається таким дуже надуманим нашим страхам, але ми бачимо, що воно до того йде, для того, щоб запобігти більшому злочину, який готується в Криму. Я ще раз хочу сказати, цей злочин ми бачимо як витіснення кримських татар повністю. Адвокат обжалует запрет Мустафе Джемилеву въезжать в Крым. Марк Фейгин направил в суд заявление о незаконном запрете Федеральной службы безопасности России на въезд лидера крымско-татарского народа на полуостров. В 2014-м российская администрация Крыма запретила в течение 5 лет въезд на полуостров Мустафе Джемилеву, Рифату Чубарову и Исмету Юкселю. Их иски также рассматриваются в Европейском суде по правам человека. Евросоюз переживает за крымских татар в аннексированном Крыму. В ЕС решительно осудили незаконное содержание под арестом оккупационными властями Крыма 13 украинских граждан и представителей крымско-татарского народа 11-12 февраля этого года. Заява так званого прокурора Криму про можливу заборону Меджлісу кримсько-татарського народу і також ці обшуки і затримання кримсько-татарських активістів, до яких дійшло при кінці минулого тижня. І ми сприймаємо ці події дуже стривожено, бо для нас це означає, що відбуваються системні порушення основних прав і свобод мешканців Криму, України. І ми як таке засуджуємо ці події, засуджуємо незаконне утримання під арештом, засуджуємо також ці заяви, якими пропонується делегалізувати Меджліс. Ми закликаємо так звану владу Криму припинити ці політичні тиски, репресії і якнайшвидше відпустити всіх незаконно затриманих громадян України. Российские правозащитники считают дело 26 февраля политически мотивированным. Об этом рассказал крымский журналист Заира Кадыров после встречи с уполномоченной по правам человека в Республике Крым Людмилой Лубиной. В разговоре она высказала свое негативное отношение к задержанию самого Кадырова 15 января во время суда по делу 26 февраля и предложила от ее имени отправить заявление в службу собственной безопасности Российской Федерации. Лубина, как мне показалось, намеренно акцентировала свое внимание на этом деле, дав некоторые оценки. Во-первых, она назвала его политическим. Во-вторых, омбудсмен вспомнила, как сама 26 февраля 2014 года, будучи депутатом Крымского парламента, пыталась попасть в здание Верховной Рады Крыма. При этом она отметила, что крымско-татарский митинг в этом плане был более организованным, чем тот, что организовали представители партии «Русское единство».
В-третьих, столкновение между митингующими в тот день возле парламента она назвала месивом, за которым сложно определить, кто прав, а кто виноват. Также Лубина попросила сообщить ей, когда состоится следующее заседание суда по этому делу, поскольку она сама лично хочет прийти, посмотреть, как проходит судебный процесс. Мы договорились, что омбудсмен направит мне письменный ответ по моему заявлению, после чего наша встреча завершилась. В Мелитополе нашелся пропавший Эрнест Аблязимов. Оказалось, он уехал на заработки. Эрнест Аблязимов ушел из дому вечером 4 января. В тот же день его видели на автовокзале Симферополя. За время аннексии Крыма бесследно исчезли порядка 10 крымских татар. Только 2 из них нашлись позже. Крымчанам все же придется менять украинские автомобильные номера на российские. Верховный суд России рассмотрел жалобу крымчанина, но отказал. Заявитель указал, что в Крыму действует закон, согласно которому все документы, выданные Украиной, продолжают действовать и после аннексии. Представитель правительства РФ пояснил, что на территории России действует закон о безопасности дорожного движения, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы Российской госавтоинспекцией. Суд поддержал позицию правительства. В ближайшее время служба новостей «Заман» попытается более детально раскрыть эту тему. Крым готовят к войне. Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что в последнее время возросла активность вооруженных сил России, объясняя это подготовкой к полномасштабным боевым действиям против Турции. В частности, учения проходят в оккупированном Крыму и Каспийском море. Начались внезапная проверка, большая мобилизация сил, и силы двигаются на юг, концентрируются в Крыму. Я не думаю, что это против Украины. Крым не подходит очень хорошо, в общем, для операции против Украины. И вообще украинский генштаб, наш генштаб, негласно объяснил, что это не против вас. Значит, кто еще остается? Турция. Полномасштабная турецко-российская война, которая включит и Черноморский весь регион, включая и побережье России, то есть Сочи, Новороссийск, может быть, Севастополь. Возможно, что-то произойдет в Армении, Карабах. А это все может уже разрастись, конечно, в общеевропейскую войну, которая, в принципе, может перейти в ядерную. Террористы атакуют украинских военных в зоне АТО. Не утихают бои. Пророссийские бандформирования 60 раз открывали огонь, применяя запрещенное оружие и пренебрегая договоренностями о деескалации конфликта на Донбасі. Крім гранатометів та мінометів, цієї ночі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Так, з напрямку Старомихайлівки по наших опорних пунктах в Первомайському та Нівельському противник вів вогонь з БМ-21 «Град». Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції сил АТО в Пісках, Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермелика та Водяного. Обстріли наших опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано в Опитному, Мар'їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівці. Окрім того, по українських укріпленнях в Опитному ворог застосував протитанкову керовану ракету. В школах Украины будут говорить о 26 февраля 2014 в Крыму. Министерство образования и науки Украины рекомендует школам провести уроки, посвященные крымскому сопротивлению в феврале-марте 2014. Основой для работы учителей станет сборник методических рекомендаций для проведения воспитательных мероприятий ко дню начала крымского сопротивления. Идея создания материалов возникла несколько месяцев назад. Группа Центра гражданского образования «Альменда» приступила к разработке методологического материала. Сегодня его презентовали. Багато хто досі сьогодні вважає, що Крим повністю підтримав ті події. Що Крим 100% проголосував на референдумі, що в Криму немає громадянського спротиву, що повністю Крим щасливий від того, що відбулося в лютому-березні 2014 року. Але це не так. Той спротив є. Что же сюда вошло? Мы попробовали сделать определенную структуру. Мы попробовали рассказать через фактический материал, через хронологию, как это происходило. Второе, мы отобрали фотографии. Третье, мы отобрали видео. Мы дали тот материал, с помощью которого учитель может
создать, да, свой конструктор этого занятия. Є особиста вина кожного з нас перед кримськими татарами. Ми дуже мало зробили для цього народу. Ми дуже пізно визнали їх корінним народом цієї їхньої землі. І показали той спротив людей, які, ризикуючи життям, відстоювали свою гідність, свою свободу, свою честь, ну, зрештою, і нашу з вами гідність нашої держави. Там, где дети спят, в здании украинского парламента открылась выставка, приуроченная ко второй годовщине оккупации Крыма. О том, что объединило Айпетри, детские головы и поленья с топорами, узнали наши журналисты. Депутатам принесли топоры, на этот раз керамические. На третьем этаже Верховной Рады открылась выставка «Там, где дети спят». В основе экспозиции изображение Айпетри украинского художника Олега Тистела в обрамлении орнамента Рустема Скибина. Под горой детские головы. Их окружают керамические поленья, в которых торчат топоры. Авторство Влады Радко. По краям на колоннах расположились соколы. И у нас получилось такие вот уже совершенно зрительные образы, когда детские лица, детские головы окружены таким вот воинственным оберегом, который говорят о том, что наш мир, наши святые вещи, сакральные для каждого из нас, наших детей, нужно охранять. Таким вот тотемным образом святым для крымских татар являются горы, которые у них отождествляются с Крымом, их исконным местом проживания, их родины, и другой у них нет. Это святыня. Горы для них это святыня. И вот эту святыню нужно защищать. И в данном случае вот как раз соколы опять-таки выступают тотемным знаком, символом силы, символом мужества и символом свободы. Сочетание символики современных украинских художников с традиционными крымско-татарскими символами показалось актуальным Меджлису. Там решили помочь провести выставку. Ми прямо говоримо тим, які сидять в Кремлі, ті, які від їхнього імені зараз хазяйничають в Криму, ми кажемо, це наші топори, вони для вас. Це наші соколи, вони будуть в наших горах. Це наша гора, Айпетри, це наш Крим. Ми повернемося. Рустем Скибин помогал художникам изготавливать придуманные ими образы и выступил как автор. Здесь представлены его работы с крымско-татарским орнаментом. Наша аутентичная культура – это наши традиции, это фольклор и все, что с ним связано. Это наша память, это наши колыбельные песни детские, это символы и знаки, через которые мы передаем боль, через которые мы передаем эмоции, через которые мы передаем свои беспокойства о том, что сегодня происходит. Образ войны, Крыма, надежды легко считывали и посетители выставки. Она вызывает много ассоциаций. И с Крымом, и то, что сейчас происходит с нашей малой родиной во время оккупации. И в то же время она дарит нам надежду дополнительную, да, что мы все-таки туда вернемся, что все эти трудные времена пройдут, и над Крымом снова будет, над Айпетри, яркое небо, и топоры будут нужны только для того, чтобы колоть дрова. Мне кажется, что здесь есть очень много предчувствий и аналогий. Почему? Потому что топоры и головы, они всегда порождают как бы ряд таких достаточно эмоциональных сюжетов. Вот, но при этом они заставляют задуматься и об возможных развитиях ситуации. Почему? Потому что так или иначе эта выставка посвящена Крыму, вопросам Крыма. И вот в контексте того, что происходит в Крыму, они заставляют задуматься о том, что может быть, не дай Боже, если как бы не мониторить ситуацию, если не обращать внимания на Крым и как бы не пытаться ничего изменить. Оценить экспозицию смогут народные избранники и все, у кого есть пропуск в Верховную Раду. Выставка продлится до 19 февраля. Роман Спиридонов, Асан Иминов, Заман, АТР. Творческий вечер заслуженной артистки Крыма, солистки танцевального ансамбля «Крым» Майя Нафиевой с аншлагом прошел в Симферополе. Профессиональное мастерство, большой темперамент и наполненные энергией номера показали танцовщица и ее ученики.
Явлухоены, балыхчи, тым-тым и не только. Эти номера исполняют самые маленькие ученики талантливого мастера и наставника Майе Анафиевой. Творческий вечер танцовщицы был наполнен яркими номерами, больше напоминающими маленькие спектакли. Кроме крымско-татарских постановок, можно было увидеть танцы и других народов мира. Изюминкой вечера стало совместное исполнение лезгинки с наставницей. Майя Анафиева рассказывает, все усилия ради растущего поколения, чтобы с детства привить им любовь к национальным танцам и традициям. Я хочу донести, что у нас очень красивая культура, очень красивые танцы, песни. Я хочу, чтобы наша молодежь и наши дети стремились развивать ее еще больше. Гости творческим вечером остались довольны. Говорят, получили море позитива и отличное настроение. Майе Ханум, она настолько их заинтересовывает, что они... Все, если ребенок даже не хотел ходить, он первый раз пришел, все, его уже невозможно оттуда забрать, он все, он хочу, и все, и буду заниматься. Вроде она и строго с ними, но в то же время она отдает всю свою душу детям. И не знаю, сколько у нее силы, сколько у нее энергии заниматься. У нее же очень много детей. Это детей 200, наверное, точно. И откуда у нее столько энергии? Наверное, она черпает от детей эту энергию и дарит ее нам, всем зрителям. Творчество Майе Ханум очень уникальное, необыкновенное. У нее в каждом танце своя изюминка. Каждый танец как бы лучше другого. И мы желаем ей как бы больших творческих успехов и шокировало, чтобы нас все больше и больше. По словам Майи Анафиевой, следующий творческий вечер не заставит себя долго ждать и обещает еще больше зажигательных крымско-татарских танцев. На этом пока все. Сразу после «Заман» смотрите «Крымский вопрос». В гостях у Айдера Муждабаева лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Всего доброго. Будьте с нами.